У моей Да. Мартон, Ксюша. Я буду готова через 5 минут. Ярам. Тут Ну, мне надо идти в тихую комнату. Валамон. Ну, мы берем еще точно возьмашком. Но мы в любом случае опаздывающих ждем. А мы только с тобой, да? Нет, Алекс, Артем. Алекс Кучемар, Виляредор, Чехин. Карантин. Карантин, но самый строгий. Чурит карантин. Чурит карантин. Чурит карантин. Али урамену потаным гяра? Яра. Яра? Яра. Дичко адемилы так карантина ес дуне. Адямиослы так карантин дуне. Всем пофигу на этот карантин. Да? Адямиослы дуне. Людям пофигу. У моей еще шьёскин, вацачки, скин пыризали. Кучемар жьёс ты. Артем? Корка пуктишко да? Яке куасен бжилишкот. Бен мон курка пускишко. Нож али тушки жит. Али куасен но бжиланы кежит. Бен. И ожен гуртын пукишкот. Гуртын пукишкот. Дорат пукишкот. Дома сидишь. Али Бен. Так, чукаже. Завтра, да? Чукаже. Чукаже мон куасен ветло. Супер. Мой Юля тон Кучемар. Ужашко. Тунне на ужашкот. Ну тунне шудынылы кто док? Ой, блин, я не знаю, как сказать на адмуртском. Мне хорошо, нас не замуж позвали. Что тебя позвали замуж? Да. Сегодня, что ли? От декабря. Кураны. Вообще кураны это сватать. Как-то так. Ну туннелы кто, да? Но ты сегодня придешь? Да, Бен. Тоже мой. Маша. Речь Бур. Ты над Кучемар жьёсыт. Мон али Москваин. Нож выль арен. Как сказать, праздновать, отмечать? Помитаны встречать. Помитай. Ижевскин. Вилярес и жин помитай. Арес и жин Умой. Так, Ожьен, текст звучит, а текст читали? Это или Это что-то хитрое было, комбинация хитрых звуков. Ну, я напрямую на вопрос отвечаю. Читали. Да. Тогда Ярам. И уже вопрос второй. Ну, читали. Умой. Ожьен ойдоловочком. Ожьен куцкишком. Значит, выль автормы, выль гожьяшкиш, Роман Валишин. Сощарыш интернетично шеттынулоз информация, кинули тунсыко. Бене мар тужгесно сочевалтыш информация, нырыщик совортскемын башкирин, башкортостанын. Да? То есть, что важно сказать, что он из башкирских удмуртов, ожен солен кылызно аспортем лыковоз. Его язык тоже будет особенный, но не так сильно отличается от литературного, видимо, он как бы этому придавал значение, как вот, например, Григория Медведева, да, вот автор, которого мы смотрели.
Вот, и мариш шотун сыкоз, сотуж матыш моншамен, сотуж матыш сыла Красильниковлы. Да, то есть будет похож на Красильникова Оксану, психологический пуждунеен гердяшкем текст ёсузвозы. Такой психологический автор будет. Мой. И тунне ашмиос баштон солеш веросе. Ты бде саклы читая? Вы полностью прочитали? Деньги. Ладно, учком. Пойдала учком. Так, Юля Куцка, пожалуйста. Ок. Не визволяв випускної вечора зикошки з но дешашкни едяз синдексе учтеса диш берє. Тани уздеремяз. Эшодик абзац. Эшодик абзац. Це зоюсизл лель. Лёль. Лёль. Лель. Лёль. Чебирьямен. Кеймедам шиу шуса содерем пушки кенем. Беджа гюне нафталин перекуке, но понизвал. 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 Денис клишке. Так, я перейду в другой режим, малкишону татынмон укбыгат итледвы комментарии скельтвыны. Оженберг тишком, Юля. Дочка Оля пошла на выпускной вечер. Мария тоже начала готовиться. Открыла сундук. Разбирала одежду. Бырьины — это выбирать. То есть здесь перескочили в настоящее время. То есть начала готовиться, открыв сундук, начала выбирать одежду. Выбирать. Вот синяя рубашка. Дерем — это не только рубашка у нас, а еще и платье женское, да? И здесь еще что я хотела? Адьяс, да? Какой синоним у слова адьяс? Куцкис. Куцкис, шанер, да? Это синоним куцкис. И чаще говорят куцкис. Сандык, кто-нибудь знает еще другое слово? Софи, южный вариант. Шикыс. Шикыс. Шикыс, Ваня, еще есть шикыс такое слово. Умой. И дальше. Я? Ну, переводим же еще. Не перевели второй абзац. Ее подол украшен розовой лентой. Розовыми лентами украшен. Лель. Южный синоним. Какой синоним у этого? Южное слово. Лемлет. Лемлет, шанер. Это синонимы, просто диалектные. Кей, кто это? Моль? Кей — это моль, да. Чтобы моль. Правильно. Чтобы моль не съела. Нафталин вижу. Да. Или... Вот я могу вот так убрать, и ничего не изменится. Что, как убрать? Ну, убрала одно слово. Пыры. Пыры — это вообще крошка. Прекрасное удмуртское слово, которое мне очень нравится. Чиры-пыры. Мелочи. Немного нафталина положили? Да. То есть, чтобы, в целом, да, смысл такой, что чтобы моль не съела, положили нафталина. Куда? Дальше разбираем. Дерем пушки. Внутрь. Внутрь платья. И вот здесь какого размера этот нафталин? Кенем быджагине. Быджа — это размером.
Кто смотрел Кенем, что это такое? Ну, я там не было про размер. Семечко конопли. Да, правильно, конопля. Кенем – это конопля. То есть как, Юля, Конопля. получается? Коноплиное семечко. Ну да, да. Размером с коноплинное семечко, то есть внутрь рубашки, внутрь платья, простите, внутрь платья положили кусочек, крошку нафталина размером с конопляное семечко. То есть совсем маленькое, да? Угу. И? Запах слышно от него. Да, да, то есть не чувствуется, да, было бы глагол шадыны. Очень часто колыны говорят относительно чувств. Например, в бане парят человека, и бывает, что спрашивают: ты слышишь? То есть как бы чувствуешь, да, физически, спрашивают: ты слышишь? Клычко, да? И шлепают дальше веником. Угу. Умой. Артем, Лыджи, пожалуйста. ДРМЗ, десяз, но синкон аже, пукщиса, окшап, малпачкса, улыз. Николай уже кошкику, та де ремениз валсо. Калыкли сюмыкен арыки удияз, нырыш вожкиз, чидадскиз, бератас суй подыз, юскиш-киз. Николай мусое, кинлы тон моне куштыса кошкишкот, тажи шуйса со картезлен чиртыяс джигырскиз. Эзно малпани вылды киштыз щумыкез, но черыкез пол выле ущыса сэришкозы шуйса. Деремезлен сэжьяс алы носо палькишкем аракылен виштыес вайналыша. Угу. Берег тышком. Платье одела и перед зеркалом садясь немного, думая, находилась. Сев, да, то есть у нас обычно деепричастие с суффиксом «са» согласуется по времени с основным глаголом. Здесь у нас малпачка са улыс, то есть помните, да, у нас вот конструкция деепричастия плюс улыны находиться в каком-то состоянии, да, то есть сев перед зеркалом какое-то время, задумавшись, сидела, можно сказать, да, или перед зеркалом задумавшись сидела, вот. Просто в удмуртском языке очень много всегда деепричастия, мы очень любим деепричастие. Николай на войну уехал, это платье от него. Нет, когда кошкику, суффикс ку, это деепричастие, оно указывает на когда Николай уезжал на войну. Так, это платье вал. Так, он? Нет, она. Да, здесь сложно это. Она была в этом платье, да. Да. Здесь запоминаем, да, что в удмуртском языке у нас с платьем, мы с платьем, мы не в платье, а мы с платьем, но оно на нас. То есть вся одежда идет через творительный падеж. Угу. Не внутри, как бы, да, не как в русском языке в платье, а с платьем. Угу. С платьем. Да. Дальше тяжело. Народу, кому? Народу рюмкой самогона. Угощала. Удьяны – это глагол удьяны – угощать. Угу.
народы, ну да. Ну, Народ людям подавала или людей угощала самогоном из самогоном. рюмки. Мгм. Знаете, да, А, как обычно кыжи шекташко удмуртьёс? Шекташкны — это, ну, как раз вот поить людей из рюмки. Знаете, как кыжи шекташко удмуртьёс? Кто знает, кто бывал? Людмила, тодышко дыдыр. Кыжи традиционно кыжи удмуртьёс шекташко. Из одной рюмки. Правильно. Да, одыгрюмкэн. Как это делается? Это вот сейчас, конечно, в ситуации ковида, это да, вот сейчас у меня в Удмуртии было. Все, ну, как бы на кладбище идешь, одну рюмку используют. То есть не всем наливают. Налили рюмку и по солнцу передают. И обязательно надо вернуть рюмку тому, кто подавал. То есть ты отпил, пригубил, возвращаешь. Он доливает, пусть даже там полное, но он все равно должен освежить, скажем так, да, потом дает следующему, этот следующий опять либо пригубил, либо выпил, вернул опять тому, кто наливает, и так, и как бы вот так схема работает. Угу. Ага, дальше, и что вот она, да, дальше тоже, ну, нарыщ это первый. Поначалу здесь. Вощкны здесь как перевели, в каком значении? Ну вот у меня устоял, воздержался, но... Держалась, терпела. Чидацкны терпеть. Сдержалась. Ну, типа вначале... ну типа когда она провожала Николаевна, вначале как бы еще могла сдержаться, да? Все верно, да. Ожи, шанер. Потом она упала духом. Да, суй пыдыз, видите, да, не дух падает у удмуртов, а плечи, ноги отказывают. Угу. Да, Николай, милый, на кого ты меня бросил, уехав. И вот так говоря, она мужу шею обнимала, вот это, мне кажется, нелогично. Нет, это она неправильно. обняла, то есть, ну, бросилась мужу на шею. То есть обняла его, вот, ну, как бы, бросилась на шею мужу, можно так сказать. Это было в момент как раз прощания, все понял. То есть она сказала ему, на кого ты меня оставляешь, да, на кого бросив уходишь, и бросилась ему на шею, и, ну, обняла его, да, бросившись к нему в объятия, скажем так. Угу. Не думая уже, ну да. Не думала, наверное, и дальше вот суффикс, ой, не суффикс, а союз шуса, что, не думала, наверное, что. Вот дальше, да. Ну, у меня из рук рюмку лопнула. Да, то есть логика какая? То есть она не думала, наверное, что из ее рук рюмка на пол упадет и разобьется. Упав на пол, разобьется рюмка, и, ну, черик вина — это вот из чего она наливала. А вот черкес — это четверть, нет? Как в словаре есть? Как? Юля, как? Четверть. Угу. Это такое приспособление, куда наливаешь все равно. Я написала чекушка. Все, понятно. Да. Надо посмотреть, я по-русски не знаю даже, что такое чекушка. Есть рюмка, а чекушка что это? Это бутылочка. С водочкой. С водочкой, как правило. То есть она не думала, наверное, что на пол упадут вот эти все ее приспособления, скажем так. Это, видимо, плохой знак. Обычно всегда вот на это обращают внимание. И Беркметиес. Да, ну, пришивая оборки платьев, сейчас там имелось пятно от этого самогона. Да, пятно имеется, но тут пришивать нету. Деремезон сазы это подол, да? Или как нашли?
Подол. Оборки? Да. Подол, да? Да, то есть и сейчас на подоле этого платья есть капля того самогона. Палькишкны – это палькишкны, Выплеснулся. ну да, выплеснувшееся, расплескавшееся. Наверное, есть еще пятно от этого самогона. Да? А саричкозы... Саричкны – это разбиться. Разбиться. Про еду тоже можно сказать. Саричкны – разбиться. А давайте я сделаю отдельный слайд. И про еду говорят, когда она испортилась, тоже саричкны. Угу. Разбиться, испортиться. Чиры-пыры, я вам говорила, это мелочи всякие, очень красиво, на мой взгляд, удмуртское слово. Суйпыдыз. Суйпыдыз юскишкиз, да, это у нас было в тексте. Угу. Умой. Так, Артем, бери. Алекс, выйди, пожалуйста. Бен. Марош монтажи. Учтем адемищамен, щенучкон ажин пукишко. Уз. Тадыремин нылызлен выпускной вечер раз узмыны. Нулыны лондем вуж мемын. Таче лента йод деремен витлыш муртено шер отджот. Шинпелилы генемит келезыни. Тани таза дишалос. Алигез герон быттон. Праздники солы. Ажмыныш дояркалы штапель кужмазы. Солышуры деремзе эз дишалянавал. Угу. Ну, типа, ну да, что я тут, как лентяйка или Угу. да, как бездельница расселась перед зеркалом. Угу. Нет, в этом платье моя дочь на выпускной вечер не пойдет. Нет, я не пойду на выпускной вечер дочери. Нылызлен вечераз узмыны. Не нылыз узмыны, а нылызлен вечераз узмыны. Но там же узмыны. Она не пойдет. Не угмыны. Ну, она не про себя, ну, как бы абстрактно со стороны тут говорится. Автор говорит. Автор Или говорит. типа платье не подойдет. К платью этот глагол. Ну, здесь, мне кажется, это как она думает про это, но это автор говорит про нее. Но это ее мысли. Ну, давайте до конца дочитаем, но это как бы ее мысли все-таки мамы, что она не пойдет в этом платье. Как бы устаревшее до состояния невозможности носить. Да, видите, лонтем, это у нас было валантем, лонтем, unbelievable, да, валантем. Ну, лонтем невозможно носить. Состарилось Насколько так, да, старое такое, что невозможно носить. С такими лентами, так, но, так, идущий чел. Тут хитрость есть одна, от которой я никогда вам не говорила, но, может быть, вы встречали это. Но это как бы редкость. То есть шер отджот, да, во-первых? Что это? Я так понимаю, ну, то есть идущий мимо, то есть идущий, так. Редко встретишь. Да, редко встретишь человека, идущего с такими, в платье с такими лентами. Вот, да, вот здесь, перевод. Да, правильно, редко встретишь, да, человека, который носит. Здесь ветлыны в значении носить, не ходить, а носить. Да, и вот смотрите, здесь мурте,
да, вам, может быть, покажется, а что это за вообще форма. Это аккузатив, винительный падеж. Дело в том, что это просыпается финно-угорский суффикс моне, тоне. И со словом мурт тоже раньше употребляли форму мурте. Сейчас скажут уже муртез, да, вот как бы это более логично. Но встречалось раньше употребление мурте. Угу. Так, щимпель. Ну, вот это уже не понимаю. Сейчас Щимпель только... это, ну, как памятник, память. Пусть... Память. Пусть просто лежит как... Ну, как память, да. Да, пусть останется как память. Пусть останется как память. Угу. Так. Но опять наденет вот это. Угу. Недавно на празднике окончания весеннего посева Угу. ей... все, я понял. Ведущей доярки... Передовой доярки. Передовой доярки. Угу. Штапель подари... Так, Ли. Да, подари. штапель это вид ткани. Угу. Да. То есть это все опять про саму Ольгу, да? Это Что она сама про себя говорит. Про Марью. Её. Марья это мама. Марья это мама, Оля это дочка. Нет, вот это платье на выпускной вечер моей дочки, я не пойду. Да. Это весь абзац про эту женщину, которая говорит, я не пойду в этом платье на выпускной вечер моей дочки, да? Да. Да. Мгм. Плакала над этим текстом. Кто? Ты? Мама. Мама. Ну, он такой, у него все такие рассказы, от которых рыдаешь просто. Угу. Ага. И последний, этот какой? Я не понимаю. Так, ее платье еще не было готово? Тут к чему солэш относится? К штапелю. Угу. Ага. То есть штапель не успел платье сшить и подарил просто кусок ткани. Нет, Из него сшитое платье она не надевала еще, я перевела. Да, правильно Ксюша говорит. То есть из него, из штапеля сшитое платье она еще не надевала. Угу. Как сейчас называется Гронбеттон праздник? Это советское наименование, скажем. Сейчас иначе называют этот праздник. Как называют? А Гербер что такое? Гербер. Гербер. Да, это и есть Гербер. В советское время, да, чтобы от языческой традиции отвлечь, это называли вот либо Гронбеттон праздник, окончание посевной работы, да, вот так, либо, например, у нас в деревне называли каша-щион, поедание каши, как бы вообще, чтобы скрыть всякую ритуальность этого, либо еще у бисермян это сейчас используется как кырбан название. Кырбан это курбан, да, курбан байрам, то есть это жертвоприношение. Ну, бисермяне известно, они ближе к тюркам, поэтому так называется. Угу. То есть здесь разобрали, да, мурте это как раз вот аккузатив, как суффикс, как моне, тоне. Угу. Вздох такой был. Ксюша? Выпускной вечерин Марья поест президиуме Бурьезы. Туке, киосек чикарны куквала. Ванькалык сошоры щинзе вошьяте кучке катькоте. Соину катано кипырвае. Бен солен шурмем киосыс, чемдыр я майтал шукы пушкин. Диш мішко, яке врішко, яке туж диртиса скалкиско. Джаклен гор цукно вилаз, тажі тек киліни дша мине вел сос.
На выпускном вечере старшую сестру Марии выбрали в президиум. Сидит. Мария Апай. Здесь в каком значении? Здесь про старшую сестру речь или это что-то иначе? Тетю Машу, что ли? Да, тетю Машу. Это как вежливое обращение к женщине в определенном возрасте. Вот поэтому я не поняла весь смысл текста. Вообще не поняла. Я думаю, почему, что здесь... У меня как будто каждый абзац из разных текстов был. Я не пойму, здесь новое лицо взялось. Тетя Маша. Выбрали в президиум, значит, тетю Марию. Сидит, куда руки деть не знает. Кажется, что весь народ на нее, не сводя глаз, смотрит. Поэтому стесняется. Кепыр войны, да? Кепыр войны. Это тоже более южный такой вариант. Людмила, как скажут в Игринском районе, знаете? Кепыр войны. Вождачке, нет? Да, вождачке. Вождачканы. Возможно, что это немножко разные чувства, да, но как бы для меня это примерно одно и то же. Есть же разные нюансы, правильно, там, да, стеснение. Вождачканы стесняться. Так, пока тут остановка, я спрошу. Вот там вот сошеры шинзе вошьяте кучке. И в словаре я видел применение шинез. И, соответственно, я перестаю понимать, какой там должен быть падеж. Шинез вошьяте кучканы? В словаре такой, да. Здесь просто есть, видимо, объект, поэтому шинзе вошьяте. Калык сошеры шинез вошьяте кучке так бы не было, потому что здесь притяжательная конструкция есть. Калык шинзе вошьяте кучке. Там как базовую форму дали, шинез вошьяте, что там обязательно должен быть притяжательный суффикс. Но там не было как бы обладателя этого суффикса, обладателя этих глаз, поэтому... Кажется, то есть в какой-то ситуации там именительный падеж, а в какой-то ситуации винительный? Или я что-то не понимаю? Винительный, просто здесь с лично притяжательным суффиксом. Они меняются местами. Шинез и шинзе в аккузативе. Правильно, Оль? Да. Мне кажется, там это просто как базовые они дали конструкцию. Винительный без притяжательного. Все понятно. Ладно. Говоря. Без личного. Нет, там как раз дали не винительный и притяжательный. Давайте я посмотрю. Вы смотрели Удм корпус, да? Ну, я фулабовский использую. Сейчас я посмотрю, что они... То есть это может быть как бы форма либо не... То есть можно и так трактовать, да, что это либо аккузатив может быть, либо как третье лицо притяжательного суффикса. Потому что суффикс-то один и тот же as. И тут, и там. Вот, надо просто посмотреть. Вы смотрели по глаголу, да? Ну, там именно вот эта целая фраза «щинез вошьяте кучке». И, соответственно, я понимаю, что в одной фразе слово должно стоять в одном и том же падеже. Я поэтому спрашиваю. «Щинез вошьяте кучканы». Ну, здесь как они дают как начальную форму, то есть здесь нет обладателя, то есть даже глагол тут в начальной форме. Все равно здесь как аккузатив, они сдают здесь аккузатив, да. А здесь у нас уже появляется обладатель калык, и, соответственно, есть уже притяжательный суффикс у глаз, и глаза в аккузативе с притяжательным суффиксом, любимая тема Юли, да, она уже вот в такую форму Браться начала на третьем году-то. Так, Соину Катану Кепырва, поэтому еще больше стесняется, да, то есть ей кажется, что все смотрят на нее. Дальше. Ее мозолистые руки часто в мыльной пене одежду моют или шьют, или сильно торопясь доют корову. Ага, щурмем мозолистые, да, дают, или такие огрубевшие? Как в словаре вы нашли? Как мозолистые? Я нашла мозолистые, да. Ну, тут, наверное, как бы в целом, что
такие. Ну да, мозолистые они Уставшие, дают. да? Ну, огрубевшие, мозолистые. Ну, такие, скорее, мозоли не активные, да, а уже такие вот, понимаете, да, ну, как бы те крестьянские. Значение такие. грубые. Руки трудового Грубые крестьянские руки. человека. Я спрошу про значение этого слова дыртыса, потому что мне такое ощущение, что здесь оно не в значении, что кто-то куда-то спешит, а что в значении как бы ловко, проворно как-то, что это такими уже тренированными руками, что это быстро делается. Можно и так, да, перевести. Тушь дыртыса, ну, ловко, быстро, да. Можно. Резво, да, в таком значении. Да, вполне. То есть это... То есть лучше переводить не торопясь, а это ловко, да? Здесь, в данном мы контексте. здесь не можем 100% сказать, то есть я не могу сказать. И просто некуда спешить. Значит, дуют корову. На красной скатерти стола так без дела лежать они не привыкли. Да, те кляны без дела лежать. Дешамы не привыкли. Умой. Людмила. Возвылся каос, катчебер дысечкамын пинал-йос. Вань мысык табере соос дышецкем адемиос аттестат баштузы. Марья Пайлен уланас эвал аченунал-йос. Куинети классес, но эсбытты. Она атаесо ужаныстызы. Дышецкименпе шува у двуры, ужатке. Локотте теремонкино нянько тот. Семьязы сиисцы, но трос вауга, но ужас йосыс эжит. Секыткино дышецкивелем бен маро. Нет? Бен маро. Бен маро йырыдлыш. Ирыдлес вылеу течи. Ты ниук евстигнейлен нылыс рая ветвраче дышецкис. Хоть аликино у ты яйсагес вераське, а смеос чож дышецким ниук. Берег тышком. То есть здесь, видите, весь текст про внутри, как бы внутри мысли, внутри не вслух даже. Как на лугу, как на цветущем лугу, красивых платьев дети. Дети красиво одеты, как луговые цветы. Да, как луговые цветы. Все они теперь выученные люди. Аттестат получат. Тетя Мария в своей жизни у тети Марии таких дней такого не было, таких событий, наверное, не было. Ну, да? таких дней не было, да. Таких дней не было. 3 класса, но не закончила. Родители ее работать отправили. С учебой ученый дышецкименте из учебы шубу не сошьешь. Ну да, или учебой, образованием, как бы в таком смысле, образованием шубу не сошьешь. Да. А работать будешь так, вот это ремонт. Ну, не вот это ремонт, что это такое? Каттеремон, что это такое? Каттеремон. Набить желудок. Ну да, да, как бы, будешь. да, вдоволь для сытости. Вдоволь, но и хлеба будет. А можно вопрос? Да. Вот я не очень поняла, как переводить вообще это предложение в целом. Можно попросить, Оль, тебя перевести вот... Да. Мол, образованием шубу не сошьешь.
Угу. Так, по-моему, еще не все вернулись. Сейчас дождемся всех. Да, по-моему, Людмилы нет. Ага, сейчас. Так, демонстрация экрана. Я в том предложении не понимаю, что там делает второе ке. То есть ужатки. Угу. Сейчас переведем. Дышецкий мен пишу бау двор, ужатки олокоте тремон кино. Нянь под тот. Образованием, мол, шубу не сошьешь. Если будешь работать, может быть, нянь под ты как бы заработаешь хотя бы на еду. То есть... как сюда вмещается катетеремон? Вот в твоей переводе этого не было. Я его перевела не дословно, а хотя бы на хлеб заработаешь, хотя бы на еду заработаешь. Хотя бы есть будешь вдоволь, досыта. То есть здесь катетеремон – это мон, опять-таки суффикс, да, который валамон, катетеремон, как бы качество какое-то показывает. То есть нянь под здесь значение зарабатывать, да, заработаешь хотя бы себе на еду. Чтобы хотя бы живот был набит. Да. Угу. Понятно. А в слове дышецкий мен, вот этот суффикс эмен, это не то, о чем мы... Нет, это глагольное существительное в творительном падеже. То есть здесь, например, дышецким это как бы основа, и ен это тот суффикс, да? Окончание. Это отглагольное существительное дышецким и творительный падеж ен. Например, это то же самое, да, венен, шуба у дворы. Иглой шубу не сошьешь. Вень – это игла, венен, иглой шубу не сошьешь. Понимаете? То есть творительный падеж. То есть учебой, дипломом, дипломен шуба у дворы. Вот, как бы смысл такой. А катетеремон очень часто используется вдоволь досыта, не только в значении питания. Катетеремон щерек яй, катетеремон, может быть, даже вместе пишется, верочки. Я вдоволь наговорилась. То есть тут не всегда прямое значение у этого слова, может быть и переносное. Нянь под тыны, буквально выносить хлеба, да, зарабатывать. Но второе ке там просто для звучания, да, добавлено? Без хотя бы, если будешь работать, хотя бы кено, хотя бы. Хотя бы. Ага, дальше. В их семье как едоков много было, а работающих мало. Хоть тяжело, дышецкий вылем. Да. Учились было. Учился бы. Ну вот это такое значение. Учился бы, да. Дышецкий вылем. Хоть и тяжело, но учился бы. Через голову не прыгнешь. Да, но что ж, выше головы не прыгнешь. Выше головы не прыгнешь. Да, ердвеч вылеутеч, понятное выражение, как в русском языке, выше головы не... Как это? Выше головы не прыгнешь, да, говорят? Да, выше головы не прыгнешь. А я перевела, что на голове не будешь скакать. Это тоже не будешь, конечно. Ага. Вот у Евсигнея, дочь Рая, на ветврача выучилась. Дышецкис. И теперь, сейчас вот это вот уптиасагес, не знаю. Уптиасагес, как нашли? Унижающим тоном говорит.
Да, ултияны, да, что у нас, смотрите, это слово можно разобрать по кирпичикам. Суффикс гес – это сравнительное, оттеночное, да, са – это деепричастие, ултияны от слова ул, да, понижая, как бы немного унижая, как бы, да, унизительно, пренебрежительно, вот как-то так, пренебрежительно разговаривает. Угу. Пренебрежительно говорит осьмиоз. Мы ведь вместе учились. Умой, Софи. А можно я пока еще? Да. Я опять вернусь к этим суффиксам. Так, вот там предложение «щем язы, щи сыно», вот, нож уж я сыз жит. У меня такое ощущение, что там что-то с теми суффиксами как будто бы не то, или что-то опять не то. Семья язы, их семья. Так, и ужащие сыз у семьи. Семья лен ужащие сыз ожит. Вот это вот щисы, я так понимаю, что это суффикс как бы множественного числа. А вот этот суффикс из, уж я сыз, это как суффикс уже множественного. Семья лен ужащие сыз, да. А здесь уже как бы к слову семья относится. Ну да, то есть здесь как бы скачут они. Разлад, да? Ну, то есть это... Ну да, но это нормально. Подождите, теперь я не поняла. Еще раз. Да, я тоже. Сейчас, давайте я вынесу это отдельно. Вы же смысл предложения поняли? Ну да. Да, но щисы, это множественное число все-таки или это множественное? Да. А где там ос, йос? Чем язы. Здесь суффикс сы, это указывает, что их много. И обладает сослен. Подождите. То есть это множественное число с притяжательным... Да, их едаки. Сослен щищсы, их едаки. А может быть, там надо было сказать щищьёсы? Так, сейчас написано их едок. Сослен щищсы трос. То есть они сократили окончание множественного числа до одной «с», без буквы «о», Щищ – это едок. Один. Ну, вот сейчас вот там написано их едок должен быть. Сослен щищсы. Это их едок должен быть. Но для меня это нормально звучит. Да, я понимаю вашу логику, что если, не один же у них едок, сослен щищсы трос. Здесь просто, видимо, они как категорию, как категория идет. Потому что это нормально для удмуртского языка. Ужащсы трос или там щищсы трос, ужащсы вел. Вот как бы совершенно нормальное предложение. Семья язы щищ сы трос, ужащсы и чи. Но это будет восприниматься как множественное число. Подождите, а сы тогда это еще раз, это получается... Как сказать мой едок? Щищ. Щище. Мой едок. Щище. Угу. Их едок. Сейчас. Щищмы, щищсы. Все, я поняла. Угу. Угу. Валамон. Да, я поняла тут, как бы, да, что вы над этими суффиксами задумались. Семья язы, щищсы. У них много едоков в семье было, а у семьи работников мало. Угу. Так,
все, да, здесь мы дочитали. Софи читает. Софи тон татына. Татын. Угу. Веранзе поможа зугвутты, мамаря сотекното де машу емес потесолен. Чош дышец кимно, кыча пертеме щурас йосмы. Тонок шоры де ярка ношмон. Чокойдо Николай и Марья език бриз. Рая ез кулес кары. Та дышец кемны лаш, гуртыш самый чеберт пилеш, юрзе аспалас беректыны олошай шамен вырискено. Тыни сораяно татыник. Пьезу кыр орчыт вырэ шуо юртемаш. Экзамен зено история на мара шуизывал, кык пол счет ям, ок пол богатым те. Оля кот юр вижмо будис, зарни медаль пешотозы. Угу. Она еще не закончила то, что говорила. Но Рая, Марья- да? То есть Рая не заканчивает свою фразу. Угу. Мгм. Но Марья и без этого знает, что она хочет сказать. Угу. Мы вместе учились, но какие разные наши дороги. Ты обычная доярка, а я... Ну и ладно. Николай все же выбрал Марью. Угу. Рая ему не нужна. Да, куле карны, да, мне нужна, здесь нужно, да, перевести. Куле скар. Куле карны, ну, востребовать, что ли, как, Мгм. как нуждаться. Угу. Ага. Хоть и она пыталась повернуть на себя голову самого красивого мальчика в школе. Гуртыш из деревни. Угу. Ерзе аспалас беректыны, да, как бы что это означает повернуть голову? Это же не руками подойти и повернуть голову. Ну, типа, обратить внимание. Влюбить, как бы, да, ерзе аспалас Мгм. беректыны. Угу. Угу. Вон эта Рая тоже здесь. Олошайн, как, ну, как не пыталась, да, то есть с разными способами. Угу. Вот эта Рая тоже здесь же. Угу. Угу. Ее сын очень избалованный. Как вы нашли орчит? Как ведет себя орчит? Как дает словарь? Сдержан. Как? Сдержан. Хулиганит у меня. У меня сдержан. Нет, это негативное. Орчит. Слишком. Мне так слова дал. Ну, смотрите, там два значения. У нас укыр – это уже чрезмерно, слишком. Поэтому первое значение орчит выпадает. Не будет два раза слишком-слишком. А второе значение – безумный. Ну, как бы слишком безумно ведет себя. Можно, ну, немножко мягче, конечно, чем совсем безумно. Но... Но слово «выравить» означает «распущенный». Нет, вырыны здесь вести себя. Вырыны – это вообще двигаться. Двигаться, да, здесь вести себя. Орчит выре, ну, ведет себя безумно, скажем так. Слишком поведение. Говорят, он хулиган. Да. Иртеманы, да, иртеманы, как бы само слово, смотрите, хулиган, что это? Безголовый в удмуртском языке. Ир – это голова, тем – это отрицательный суффикс. Виштем, иртем, да? Угу. И экзамен, вроде бы по истории сказали, говорили, сдавал 2 раза. Первый раз не смог. Подожди, не... Один раз не смог, окпол богатым ты. Хотя бы Оля
умницей выросла. Да, Говорят, буквально мозговитый, да, Юр — это голова, Виш — это мозг, то есть умная выросла. Угу. золотую медаль, говорят, дадут. Угу. Шонер. Так, Маша. Маша Татына? Марья Татына. Ага. Марья Апай Николаен Куспазы Тупаса Улызы. Куспалызлен Щамы Зрякыт. Угюлы Кылы Нотужни Быт. Марья Нуны Вайон Ажин Туж Тумошо Выре Валсо. Кышноез Вуэн Ведраез Джутено Николай Содоры Кушецкыса Бызе Ини. Быже Ини. Шужимид Шаттон. Собере Канилгес Ватса. Маша Ожи Эченкарыни. Ява. Нож Мариален Шеремес Поте Шумпоте. Макем Бадж Шумпоте. Макем Баджим Шут Солы Ущис. Май Толеже Зекемем, там, где О, там. Зекомем, Пучиошис. 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 Пучиосиш. Кизер Вош Куарез. Уштишку. Уштишку. Ашне С. Ага. Марьялен Нелыз Ворскиз. Николай Нуньозлы, Ольгалы, Шижиса, Мушбакчаес, Кинер Важи. Вазы. Пичигине, Лемпу, Мертыс. Я не перевела, но я сейчас попробую. С помощью Яндекса, да, если он... Яндекс еще такой выдаст. Вчера, кстати, на Яндекс.Навигатор появился удмуртский вариант. Какой появился? Удмуртский. Агрегатор, да? Прикольно. Удмуртский, навигаторе. Но переводчик у них как-то, что-то не так. Там база маленькая. Над ней надо работать, база маленькая. Какие словари еще есть? Я перебью. По каким словарям еще перевод? Мне кажется, очень классный словарь, который корпус удмуртского языка. Вот если вбить... Корпус. Называется? Да, можно в Google вбить корпус удмуртского языка, и там на главный будет... Можно выбрать словарь и корпус. Да, я вам вышлю. Уже высылала, но вышлю еще. Мне кажется, он клёвый сам. Да, такого, как Google Translator, нету хорошего, потому что это все как бы база, с английский, русский база хорошая, богатая, поэтому точность перевода выше. В удмуртском... Яндекс.Переводчик плохой вообще. Там совсем нет базы, минимум, надо работать, Папа пишет. Так. Так, тетя Марья... Николаю... С Николаем. С Николаем жила в мире. Да, Тупаса Улыны жить в мире. Жила в мире. В ладу. Текст нужен, да? Я не знаю, как перевести вот эту вторую часть. Щамы злякыт. Как вы перевели, коллеги? Характер вежливый. Хороший, мягкий, хороший, да. У супруга мягкий, хороший характер. Щамы злякыт. Не пьет и мягко разговаривает. Да, и на слово мягкий, то есть не грубит, не матерится там, наверное. Марья забавно вела
Нет, тут не Марья себя забавно вела, а он. Он перед Марьей вел себя очень забавно. Перед Марьей или перед какой-то ситуацией? Марья, нуны вайон ажун. Перед родами? Да, нуны войны, да, родить ребенка – это принести ребенка по-удмуртски. Он для жены и ведра с водой принес. Нет, нет. Кышноес, его жена поднимает, кто поднимает? Жена поднимает ведро воды. Да, поднимает Николай ведро. уже, когда его жена поднимала ведро с водой, Николай бросал все и бежал к ней. Да, Разве кушец ты кыса, сполошившись, да? Разве Я ты с ума переживала сошла? без одежды, типа не накинув пальто. Нет, нет. Кушецкне это именно вот всполошившись, как бы сейчас. Ага. И легче потом добавлял. Не легче, наверное, нормально сказать. Как Нет, а как? Шужимит шаттон, что он говорил? То есть он бежал к ней, сполошившись. Ты с ума сошла? Ты разве Да. с ума сошла? А потом уже поспокойнее, полегче добавлял. Маша. Очкарны. Как нашли? Злостно. Наперекор, делать наперекор, делать оченкар. То есть вот, например, родители в детстве говорят там энкарош, да, а ты вот это оченкар. Типа не надо отвечать вот как-то ответ. Но она же наперекор ему делала? Или тут описывается, что она наперекор делала ему? Ну, тут скорее как бы, что она делала плохо. Бедра поднимала, ей нельзя, она бедра Да, поднимала. Да. То есть Маша, что-то проказнь. Не делай, в общем, не делай. Не делай так, Маша. Не делай так, хорошо. А Марья хотела смеяться и радоваться своему счастью. А Марье смешно. Так, да, а Марья смеется. А Марья смеется и радуется. Шудущис. Счастье упало, да? Счастье. Какое привалило. Да. Какое счастье ей привалило. В мае. Не как будто, да, Макем это... Макем насколько? Насколько большое счастье ей выпало? Это ведь сарказм с Жена. Это ведь сарказм она говорит. Почему? Да нет. Нет, она серьезно радуется. Серьезно, да? Серьезно, да. Помогает ей. Я просто так представляю, что то есть в обычной жизни это могла таскать там по 3 ведра на себе, а тут уже одно ведерко поднимет, и муж побегает: ой, ты что делаешь? А что, так не бывает, что ли? Ну... Нет, может, она по 3 ведра носила до беременности и после тоже, а во время беременности он уже на одно ведро реагировал. И, соответственно, я воспринимаю это как скорее такое-то. Не-не-не, тут положительно. Она радовалась. Ты что? Он такой внимательный, заботливый. Да. Ладно. Чтобы в деревне так бросались и... Да, в деревне же скажут: иди ведра неси, что ты стоишь. Тащи ведра, да. Ну там, наши предки в поле рожали, что ты не сломаешься, 2 ведра поднимет она на 8-м месяце, что? В мае, когда из почек распустились большие светло-зеленые листья, у Марьи родилась дочь. Кижер вош, обратите внимание, да? То есть можно было бы сказать югыт вош, светло-зеленый, а кижер это жидко-зеленый. Кижер это жидкий. То есть не насыщенный цвет. Кижер гор. Ну, мне кажется, да.
Дочка Николая, Ольга, обещая... Нет, тут Николай дочери Ольги. Николай своей дочке Ольге посвящая, сижеса, посвящая посадить черемуху, посадить только маленькую черемуху. Да, посадил маленькую черемуху. Муж где? Муж бакчаяс кенер возы. Возле места, где пчелы? Да, на пасеке в огороде с пчелами рядом с забором. Это на пасеке возле крапивы еще раз? Нет, крапивы там нету. Кенер — это забор. Изгородь, забор. Изгородь, да, кенер. То есть, еще раз, можно перевести муж бакчаяс кенер возы? В своем огороде, где пчелы, в огороде с пчелами, рядом с изгородью, посадил небольшую черемуху. Муж бакчая здесь показывает, что бакча огород в своем огороде пчелином, рядом с изгородью. Посадил небольшую черемуху. То есть, вот это вот да. Пичигина, это имеет значение, что тогда она еще была маленькая? Нет. Черемуха маленькая. Не имеет, да? Нет. Просто посмотри маленькую. Небольшой, что она небольшая была. Просто. Но как бы сильно значения, я думаю, здесь не имеет. Дальше. У мой. Так, Маша, здесь Юля. Ой, сейчас, секунду. Парам-пам-пам-парам. Мария Вылыш, но Вылыш. Вылыш, но Вылыш. Не Вылыш, а Вылыш. Хорошо. Мария Вылыш, но Вылыш. Учке эшьосыз палын пукиш нылыз шары. Макем чибер бурчин бештезы деремлы. Долон гене бурысавут тезы. Шиннесез. Синесез. Сегодня сложности с «с». Синесез. Саесек с кем. Пильпум вайцитыз жит. Шацкамон генеши морским. Алик султысад тупаты волна углу. Директор верашке дугдалыса. Кылуг шитыя екесиче лек муртлен, но пушки стерема. Танисо галстуксе для бомытыз малыо тачеджекит куазен. Куажен соекертем меда. Фурипанова Ольга Николаевна. Ага, так, Берхтичко. Снова и снова Марья смотрит на часы друзей. Вот это все причастный оборот. А у нас главное нылыз шоры. Смотрит на кого? На дочь. На дочь. И пукиш — это причастие. Сидящую среди друзей. Да. Так, красиво. Так, платье купили. Платье купили или платью, деремлы, это дательный падеж. В отделе, подождите, перевожу. Теперь красивая бурчин. Бурчин — это шелк. Шелк. И макем как, по-моему? Насколько, да. Насколько красивое платье купили? Насколько красивое шелковое платье купили? Насколько красивый шелк купили для платья? Для платья. Следующее предложение еще раскрывает, почему именно ткань, а не само платье.
Сейчас, секунду, я себе помечу для платья. Для платья это за счет же? Что? Вот, для платья суффикс «лы». Я правильно понимаю? Да, как бы цель. Мы идем за хлебом, нянилы. Дегемлы. Только вчера. Вуттыны, да, значение этого глагола? Нет? Успели. Успели. Успели сшить. Да. Дальше там такой, знаете, вот тоже как бы такой нюанс, он вроде не содержательный, но он как бы какую-то напряженность всю обозначает и заботу матери о дочери. Я не знаю. Кто перевел? Кто разобрался с этой? Ксюша, давай. Что там? Нитка рукава потянулась, надплечная часть вдоль плеча малозаметно сморщилась. Вот смотрите. Максимально буквально, чтобы потом вспоминать, когда я буду 3 года спустя, вернусь к этому, чтобы я каждому слову понимала, откуда берется что. Синисес саесекскем, то есть нитка стянула плечо, да? Вот саес это рукав, не плечо, а рукав. Нитка стянула рукав. Да, представьте, вот когда нитка стягивает рукав, то есть где-то в районе плеча видно, что вот рукав сморщился, да. То есть нитка потянулась и стянула рукав. И что на это мама? Аликсу тусату потывално углуи. Только что встав исправили было, но неисправляемо. Да, вот бы исправить, да, вот встань и исправь, но нельзя. Как бы смысл такой. Понятно. Это передается вот через такую форму. Тупотывал на углу, мынвал на углу, щивал на углу, да, съел бы, да нету, там, исправил бы, да нельзя. Так, дальше, Юля, дальше легче, наверное. Остановился? Нет, директор разговаривает. И как он разговаривает? Это не про движение, это про речь. Медленно? С остановками. С остановками? То есть директор говорит с остановками, да, дугдулыса, останавливаясь. Слов не найти. Не находит. Как? Или? Яке? Или? Да. Как? Так. Как? Муртлян людей. У злого человека или у такого злого человека пушки стрема. Как бы переполняет все внутри. То есть он почему-то говорит с остановками. Либо он не находит слов, либо он вроде такой суровый человек, но у него тоже его чувства переполняют. Как бы пушки стрем означает вот как бы, что у него внутренний резервуар наполнен уже чувствами. Не термем, а там терем. Должно быть термем, мне кажется. А как бы было, если бы там хотелось сказать, что горечь переполняет человека? Это бы по-другому было сказано, же? Коты скорректе, вот так было бы, наверное. Чего вообще горечь-то? В смысле, я к тому, что тут грустного? Выпускной для директора?
Ну, слава богу, ушли отсюда, и ладно, ничего грустного. Но он же Господи, тут пишет, что он злой человек. не злой, суровый, скорее всего. Мне кажется, Суровый. Лек, злой, суровый. Знаете, еще когда удмурты говорят «нутон лек», вот выражение есть такое «нутон лек». Вы Типа вы кого-то обсуждали, и бац, он приходит, и вы говорите «нутон лек», ну ты злой. Но я не знаю, это в значении в прямом, что ты такой злой и слышишь, как будто бы, что тебя обсуждают, и уже прибежал. Либо это просто... Угу. Это говорит тот, кто пришел, или тому, кто пришел? Тому, кто пришел, что ты злой. Угу. Нутон лек. Угу. То есть Пушкыс Тырмем наполнился, как бы его внутренность, да, что он переполнен чувствами. Ага. Что он дальше сделал? Юль, ты не переводила дальше, да? Кто еще дальше переводил? Давайте сейчас, Ксюша, давай. Танисо галстук селябо мытыс, малого таче джокыт куажен суякертеммеда. Вот он свой галстук ослабил. Угу. Почему в такую душную погоду так завязал? Угу. Джокыт – это душный. Почему, интересно, в такую душную погоду завязал? Да, почему он вообще в такую погоду завязал? Да. Душную. Угу, в душную погоду завязал. Да, лябомытыны от слова ляп, слабый. Угу. Умой. Да. Вот тут в 2 абзацах, вот в удмуртском бывают часто слова, которые, ну, типа, или устойчивые выражения, в которых часто повторы, типа «ишишиш», а вот здесь интересно, что было «вылыч-но-вылыч». «Вылыч-но-вылыч». Ой, да, «вылыч-но-вылыч». И потом тут же «дугдылыса». А вообще часто так встречается, или это фишка у автора какая-то, и он так что-то хотел вот именно... Нет, вообще есть такая фишка, вот выражение звукоподражательное, да, сегодня тоже было чиры-пыры, там уштыр-табыр, дымбыр-дамбыр. Вообще это фишка тюркских языков, то есть в удмуртском это заимствование из тюркских языков. И мне кажется, что вот эти дугдылыса, это тоже может быть под влиянием этим уже получается так. Плюс это некую продолжительность дает, наверное, в каком-то смысле, которая вот через это передается. Так, ага. У нас осталась последняя часть, и есть еще, сейчас закончится время. Давайте сейчас тот, кто перевел, давайте вот вы в первую очередь, чтобы мы... Можно Ксюша, Алекс Тонбергтида, Людмила, ты тоже Бергтида, да? Остальные уже не переводили дальше, да? Ну, Софи, может быть, ты еще сможешь с листа, если что, да? Да. Угу. Умой. Ладно, давай соку Софи лычи. Подождите, но я перевела не до конца, поэтому если сейчас... Ладно, ну давай. Карепанова Ольга Николаевна. Ашпала радыш джутске шуштыл катвеш кресныл. Ачиз еги дыр вамышялыша Джек Пала директор кивиш аттестат баштыны. Алигине джужам шачка катчиберно мусо тасурет. Теди деремен со еги дыр пальпотыш умныро. Шньосыз шудоеш. Отыш ачыны луэ чукажену налы осконес туне кважлы тачаслы таминутлы шумпотонес. Чиньос верало. Бен моншудот дунеын лычко. А омырен шукашко лызын баме садишко. Шиги дыр шарыш Марья Айлен шинажас пукше асла спинал дырыс. Видимо, Ольгу Николаевну, ее дочку. И что вот не слышала, не раз слышала сейчас? Вот Ольга Николаевна, это, видимо, дочка, да, и ее вызывают, видимо, директор, видимо, вызывает. Из переднего поднимается стройная, как
Угу. Так. Угу. Айжан, тычком, Ксюша. Угу. Стройная, как восковая свеча девушка, по-молодежному шагает. Наверное, как будто сама молодость шагает. Егидыр вам ишьявище. Ачиз егидыр. Сама молодость, само молодое время. То есть эта девушка как образец, как представитель как бы молодого времени. Ну, в таком смысле, что как сама молодость шагает, как будто. Сама молодость шагает, как будто. Угу. В сторону стола из рук директора аттестат брать. Чтобы взять из рук директора аттестат. Угу. Эта картина сейчас цветок, красивая и милая. Ну, эта картина красивая, милая, как только что раскрывшийся цветок, только что поднявшийся цветок. Угу. Как только что цветок. Угу. В белом платье она во время юности улыбчивым лицом, веселыми глазами. Оттуда можно увидеть веру в завтрашний день, в сегодняшнюю погоду, в этот час, в радость этой минуты. Радость этому часу, сегодняшней погоде и этой минуте. Ага. То есть радость вот к 3 словам. Куажлы, часлы, минутлы относится. Понятно. Угу. Ага. И завтрашний день, радость. Угу. Угу. Дальше. Ее глаза говорят: да, я счастливая, я живу в этом мире, этим воздухом дышу, синее небо вижу. Кому как, когда я думаю о молодом времени, у тети Марии перед глазами свое детское время встает перед глазами. Угу. То есть, когда Марья думает о молодости, у нее перед глазами свое детство встает. Угу. Вот это сочиньёс что-нибудь означает? Сочиньёс эти глаза. Эти глаза говорят: да, я счастливая, я живу в этом мире, дышу этим воздухом, вижу голубое небо. Кому как, но когда Марья думает о молодости, у нее перед глазами встает свое детство. Угу. Мой. Людмила. Мария-Лен Пушкистерис, Бамвел Тисли, Петрасим Уэс Медама Джошуса, Суд Джогак Чиньо Сыныс, Чушилыс. Ольга аттестацики язбайстынес мумис палаберыцкис. Танита зги Вань калы казин веровал. Анай, малыотон ватыны туртышкот со синпыльосте. Шумпотыны кулетыны танай. Танимон бы девуи, атайтек пыдвылам султытит. Анай, музьемось ивертышкотыны. Пинат сюлем шунетет понна. Эс Ольга тази малпазгине, мумизлесь гордектем синьосе джеса, шипыта квазис. Нене, я термос шулдыргес кариськы. Берегтышком. Ой, Марию тоже переполняла, что ли? Мария-Лен Пушкистерис. Да. Переполняла. По щекам слезы
Ой, чтоб не увидели, Да, пряталась. медам аджишуса, чтобы не увидели. Чтобы не увидели. И она пальцами чушелыста вытирала, да? Да, быстренько вытирала стекающие по щекам Пальцами слезы. вытирала. Угу. Ольга аттестат свой в руки взяла. После того, как взяла в руки аттестат, в сторону мамы обернулась. Угу. Оборачивается, вернее, не обернулась. Ну, обернулась, да, обернулась. Обернулась. Угу. И так вот перед всеми людьми она сказала: Танитажи, Ванька Кажин веровал. Вот бы она сказала так перед всеми. Веровал, сказала бы. То есть здесь... сказала бы? Да, как веровал, как повелительное, сказала бы. То есть здесь как бы автор делает ситуацию, что вот надо было бы Ольге сказать следующее. Что надо было бы сказать? Я думала, она сказала уже. Нет. Сама. Веровал, да. Мама, что ты... Ой, вот ты прячешь, пытаешься спрятать... Кого? Свои слезы. Свои слезы. Тебе радоваться надо, мама. Вот я уже закончила. Быдевуны, что такое быдевуны? Повзрослеть, да? Быдевуны, да? Повзрослеть. Без отца встала на ноги. Султыны – это я встала. Султытыны – ты меня поставила. То есть ты меня поставила на ноги. Ой, мама, музей Ибыртышко, это я не знаю, что там. Ибыртыны, ну, кланяюсь, благодарю тебе до земли. До земли тебе кланяюсь, мама, за твое теплое сердце. Нет, Ольга... Нет, Ольга, что-то зима пазгиная. То есть автор говорит, надо бы ей, вот сказала бы Ольга такие слова, а потом автор же говорит... так подумала только. Да, но Ольга только так подумала. И что она сказала? Она сказала: мама, хватит, давай уже шулдергес, ну, повеселее стань. Да, давай веселиться, шулдергес, конечно, будь повеселее, сделайся повеселее. Да? То есть, увидев покрасневшие глаза своей мамы, тихонько ответила или тихонько обратилась к ней, вместо того, чтобы как бы сказать: мама, там, спасибо тебе за все, она сказала: мама, что ты вообще тут рыдаешь, да? Как бы не позволила маме проявить чувства. Ты обрыдаешься. Вот, ага. Так. А как? Что? Шипытак, это что такое? Тихонько, шипытак. Шипыт, чус. Да. Тихонько. Угу. Так, София, выйди, пожалуйста. Последний ведь абзац. Да, Татын, последний, да, еще там немножко останется Алексу. Гурт ватсын жынгрес шерекям кырджам куарао суй быт чусомле. Ягыт мыльос на пиос. Али гинне дас классес быттемьос шулдряшки зожи. Ольга гинне лемпу вайзе зыньяса шуак малпашкис тусо улис. Она ест тунне... Тати затожил джома? Бен помажас Татын слайды шутче. Она ест тунне солы ваньзе мадиз. Николай уже кошкыкус дас тямыс арталы шашло сомуш бакчае мертем лимпуэс доры лыктиз на шуэпе. Маша мусое. Олялен вордскем нунала сталемпу уле чошен ветлыле. Тодады вайле кудок дырья тайдес. Малыми да сожи шуис. Шулмы замеда бырон зашадис. Берктом. Над деревней звонкий смех,
и песни. Ну, голоса, поющие, смеящиеся голоса. Угу. Всю ночь не замолкали. Угу. Молодые девушки и парни, только что закончившие 10 класс, так веселились. Только Ольга слушая нюхая. Зын — это запах, зыньяны — нюхать. Нюхая веточку черемухи, вдруг подумала: «Тусолу Лиза Ивала Тайзе». Тут, смотрите, можно Лулис вдруг становилась задумчивым лицом. Вдруг становилась задумчивой. Туз — это лицо. Как бы, ну, сегодня мама ей все рассказала. Николай, когда уходил на войну 18 лет этому, назад. 18 лет назад, у этой, пришел к этой черемухе, которая была посажена в огороде с пчелами, и сказал: «Маша, милая, на Оле на день рождения к этой черемухе, ходите под эту черемуху вместе и вспоминайте иногда отца». Почему, интересно, он так сказал? Может быть, сердце его почувствовало свою кончину? Да, Бырон, гибель, да? И Алекс Берпуметиес поможазвучени. Николай Эсбертини. Шунды Джужа. Тут осталось, да? Шусеп пажа шурвеле келиш толобур до осты сайкате. Вань выпускникиос али шурдурин. Тащил иш школес илпум я шьос, хоть кунота тын пумитоло джужа шунды ес. Хоть кут чирмит кешешко. Деча бура шунды. Али егитьос киин шешка букетьос. Ольгален шешкаосыз пылын окширылем пувай. Николай Лен мертем писпуваяс. Николай уже не вернулся. Восходит солнце. Его лучи расплескались по реке. Разбрасывает свои лучи по реке. Или на реку. Разбрасывает свои лучи, да, лучи на реку. Ночные птицы. Будет ночные птицы. Будет ночных, спящих птиц будет. Будет спящих. Все выпускники сейчас у реки выпускники из этой в этом селе. Так, я потерялся. Выпускники школы из этого села. Выпускники школы из этого села всегда встречают восходящее солнце здесь и всегда живо, бойко, громко кричат: «Привет, солнце!» Да. У всех молодых в руках букет цветов. Букеты. Так, у Ольги среди всех... У Ольги среди всех цветов только простая ветка черемухи. Да. В память о посадившем дереве Николае. Тут нету слова память, но смысл такой, да. Ветка дерева, посаженного Николаем. Воез что означает? Воез — ветка. Ветка дерева. Что значит?
Что? Да. Ага, тоже мой. Значит, я вам вышлю презентацию, тут будут выписаны те слова, которые мы отдельно обсуждали. Значит, гурте уж будет. Я вам дам новый текст и, наверное, парочку предложений на основе этого текста, чтобы закрепить вот эти слова, выражения. Юан, макем капчивалта текст. Насколько вам вот такой текст понравился и насколько в плане языка нормально было или сложно? Все равно капчевал. Сложно. Легче, да, текст? Хорошо. Ольга, Оля, можно, да? Да. Вот про лапшу пидуня текст был. Тот был капчегес, да? Но я вот чего подумала, почему там такое содержание? Там же 30-е годы, раскулачивание, борьба с церковью. Вот они, по-моему, как раз вот в тему этого лапшопидунь, как лапшопидунь, значит, вот раскулачил этого папа. Сейчас бы за это чего вон, как этих французов, расстреляли бы верующие. Ну да, оскорбление чувств верующих. Да, оскорбление чувств верующих, да. А это, видно, вот время такое было. Наверное, да. Да. Но текст капчегес вау. Ну, текст капчегес вау, но при этом, мне кажется, может быть, вам сложно, но такие тексты, как Лемпувай, их читать как-то интереснее, нет? Да, я бы проголосовал за более красивые, более художественные, за более интересные очень тексты. обороты художественные. Ну, я постараюсь здорово следующий текст, ну, тут, да, то есть тут как бы очень много таких нюансов, но это прям вот очень чистый текст, как бы, да, литературный, очень красивый, вот это прекрасный удмуртский язык. Ладно, ну, надеюсь, что следующий текст тоже мы с вами одолеем, мне кажется, что вы неплохо справились, поэтому с Оксаной... Давайте пойдем в сторону оптимистичных текстов. Хорошо. Но удмуртская литература немножко такая, что... Тяжелая жизнь, тяжелые тексты. Ну, как бы, а что про счастье-то говорить? Удмурты не любили делиться счастьем, потому что если ты будешь петь с утра, то ты вечером будешь плакать. Если ты поделишься счастьем, то оно у тебя ускользнет. Поэтому... Радоваться нельзя чрезмерно. Ладно, я посмотрю более жизнерадостные тексты, если есть такие вообще. Вот, и Арняуса с купомещком, и тогда мы с вами через неделю встречаемся, и домашку я вам отправлю. А сегодня, кто у нас живет в Москве, да, сегодня, я напоминаю, мы в 5 часов с вами встречаемся и играем в настольные игры в граблях. Да. А, ты, Ксюша, у нас нет у тебя в чате, да? Нет, но я не смогу сегодня. Ну, надо тебя в чат добавить, чтобы ты... Или ты в чате ВКонтакте? Я присылаю сообщение. Ладно. Ну, ладно, все. Вайнделы у мой шутец контумне чукаже и выль у мой арня. И хорошей вам недели, и помещком арнялся. Течу.